где юные инженеры создают свои модели спутников или дронов, естественно, в инженерной школе. Представьте, даже будет запуск этих моделей на аэродроме. Этим летом состоялось открытие образовательных программ «Аврора-лето». Ребята с 6 до 17 лет учатся изготавливать самолеты. Каждый раз, когда летаю на настоящем самолете, даже не могу представить, как их делают. Дима, расскажи, что вы делаете в этой инженерной смене? У нас есть несколько направлений, которые все равно будет использоваться в одном проекте. То есть мы программируем на плате Arduino, собираем макетные платы, то есть там светофор на Arduino, а также паяем контроль, занимаемся пайкой контроллеров для коптеров и ракет. На данный момент мы собираем и тестируем самолет, который должны запустить в небо. В этой смене собрались подростки со всей республики. Ребята постарше учатся программировать контроллер полета ракеты. Это означает управлять ее полетом. Младшие же учатся правильно устанавливать бортовую электронику авиалайнеров. И еще усваивают на симуляторах управления беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, они делают свои модели с возможностью даже презентовать их на олимпиадах всероссийского уровня. Они даже могут получить баллы к общей сумме ЕГЭ. По времени ребята строят самолеты примерно 2-3 дня. Расскажи, как вы собираете самолет? Сначала мы берем каркас, потом ставим сюда провода, моторы, чтобы все работало. Потом мы самолет красим. Вот ты недавно начал заниматься инженерным делом. Скажи, что тебе больше всего запомнилось? Мне понравилось программировать, делать писать коды. Школьники всю работу делают поэтапно. Одна из них – механизация крыла самолета или же изготовление макетов. В общем, здесь совмещены 3 этапа. Например, прототипирование. Это этап, в котором уже видна картинка устройства системы. Или аэродинамика, раздел механики, которые изучают воздушные потоки и их взаимодействие с препятствиями. И, естественно, авиамоделирование. Ребята делают макеты, программируют и изучают. Школьники изучают основы моделирования самолетов и даже ракет. Мне кажется, они получат много новых навыков в инженерном творчестве. Юлия Мотылева, Вахид Халимов, специально для Горы новостей.